Победа, и победа знаковая, историческая и грандиозная. Конечно, представлять включение Казанской астрономической обсерватории в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКо как некий прорыв России из западного недружественного лобби слишком наивно, даже неправдоподобно. Так же, как и заявлять, что это очередное торжество здравого смысла над очевидной глупостью, агрессивным невежеством и свидетельство абсолютной неполитизированности такой организации, как ЮНЕСКо. Хотелось бы в это верить, но никуда эта политизированность и зависимость от западных элит не делась. Еще одно доказательство тому решение не проводить в Казани 45-ю сессию комитета ЮНЕСКо, а ее перенос в Саудовскую Аравию. А также, будем объективны, надуманный отказ включать в список всемирного наследия другого российского объекта – вулканов Камчатки. И примеров тому масса, они были, есть и будут. Однако все это не отменяет, как мы уже сказали, грандиозного значения того, что произошло в Эр-Рияде. С одной стороны, закономерный успех, прежде всего тех, кто готовил нашу заявку, вынашивал идею, которая на самом деле лет 30 провел колоссальную экспертную работу в последние 4-5 лет. И специалисты ЮНЕСКо не оценить это не могли. Объект не просто редкий, он уникальный. Комплекс обсерваторий, который олицетворяет непрерывную связь между историей, наукой и культурой. С другой стороны, это в какой-то части и приятная неожиданность. Что уж греха таить, противодействие со стороны недружественных стран было. Рассмотрение нашей заявки проходило непросто. Положительный в итоге результат – это в том числе и безукоризненная работа российских дипломатов и благосклонность и доброжелательность наших ближневосточных друзей, представителей Африки. Отдельные слова благодарности хозяевам мероприятия – Саудовской Аравии. Все это еще и свидетельство авторитета Татарстана и его руководителей. Раиса Республики Рустама Минниханова, по совместительству председателя группы стратегического видения России «Исламский мир», государственного советника Татарстана Минтимера Шаймиева. Рустам Нургалиевич был первым, кто сообщил жителям республики об историческом решении ЮНЕСКо. В своем телеграм-канале он написал: «Хорошая новость пришла из Саудовской Аравии. Сегодня там состоялась расширенная сессия комитета ЮНЕСКо. Астрономические обсерватории Казанского федерального университета включили в список всемирного наследия. Поздравляю! Отдельная благодарность нашему Минтимеру Шариповичу Шаймиеву». А мы напомним, что работа по продвижению обсерватории в список всемирного наследия велась при содействии Республиканского фонда возрождения под руководством государственного советника Республики Татарстан, посла доброй воли ЮНЕСКо Минтимера Шаймиева. И в республике это уже 4-й такой объект. В список всемирного наследия ЮНЕСКо ранее были включены историко-архитектурный комплекс «Казанский Кремль», Болгарский историко-археологический комплекс, а также Успенский собор и монастырь острова Града Свияжск. Это, несомненно, огромное признание и при этом важнейшее политическое завоевание. Не только для Татарстана, а России в целом. Победа, причем абсолютная и убедительная. Татьяна Тимошенко продолжит. Я родился в астрономической обсерватории. Она как бы вот моя родная, и моя самая главная миссия была. Буду я, не буду, но чтобы как раз стала она охраняемым объектом ЮНЕСКо. Я сам наблюдатель, десятилетия проводил за телескопом вечером. И хочу сказать следующее, что, конечно, это черновая работа. Приходится выходить там в 35 градусов мороза, например. У меня все время проблема была, потому что ресницы примерзали к этому окуляру, и приходилось их все время отдувать, эти ресницы, понимаете, такая вот картина. Но, тем не менее, это действительно фантастический мир. Для профессора Нефедьева другой судьбы, наверное, и не было. Родители – астрономы, имя отца наряду с основателями самой обсерватории в почетном списке ученых, кто работал здесь, чьими именами названы космические объекты, лунные кратеры, кометы, астероиды. 12 фамилий. Ни одна обсерватория не может похвастаться таким количеством. Вскоре будут добавлены еще 3 имени. Загородная обсерватория на этой неделе отметила 122 года со дня основания. Таких телескопов всего было сделано 9 штук. Для Российской империи было сделано 2. Один для главной обсерватории Российской империи, для Пулковской обсерватории, и второй телескоп для нас. В 1947 году телескоп установили в городской обсерватории, 1847. Наш телескоп в рабочем состоянии, то есть на нем можно проводить работу.
Чтобы доказать уникальность и право быть памятником мирового значения, работа велась многие годы, ведь один из критериев не только узнаваемость, четкие контуры, единый уникальный образ, которым сплавлены и люди, и эпохи. Сама идея, что в список ЮНЕСКО надо вносить астрономические памятники, была закреплена в Казани на конференции ЮНЕСКО в 2009 году. И тогда же началась работа. На Казанскую обсерваторию собрали досье из 12 томов. Для сравнения, в описании плана развития Свияжска было 6. Потенциал историко-культурного наследия астрономической обсерватории Казанского университета, связанного с прорывными событиями в мировой астрономической науке в XIX-XXI веках, сравним с потенциалом ведущих объектов из списка всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас Татарстан лидер в России по количеству объектов ЮНЕСКО. Главный двигатель процесса – Фонд Возрождения и государственный советник Ментимир Шаймиев. Делегацию, вернувшиеся из Эр-Рияда, где проходила сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, встречают с цветами и как победителей. Вот 21 я назвала культурный объект от России, включенный в список ЮНЕСКО. Это в основном православные объекты, религиозные объекты, исторические объекты, культурные объекты, но не объекты с научной составляющей, как наша обсерватория. Здесь наука, космос. Мы не случайно эту номинацию готовили в том числе с участием специалистов Роскосмоса. Для нас это было новое, поэтому и мы сами учились, и номинация вообще рассматривалась в том числе и ЮНЕСКО как одна из тех номинаций, представленность которых вообще в списке ЮНЕСКО сегодня минимальная, в целом, в общем списке. Нервы были настолько на взводе, я не знаю, как коллеги, но, по-моему, у них тоже со сном все было плохо. Мы просыпались каждый час, даже уже когда все свершилось. В Саудовской Аравии почти неделю они говорили, доказывали, отвечали на вопросы. Татарстанцев приняли тепло, вспоминали и Казан-форум, говорили об авторитете Раисы Республики. Рустам Минниханов возглавляет группу стратегического видения России «Исламский мир». Комиссия собралась очно впервые за 4 года и впервые в обостренной политической ситуации. Прошлая сессия должна была пройти в Казани в прошлом году, но она не состоялась. Сейчас же решение принимали представители 21 страны. И если бы хотя бы одна из них была против, процесс мог бы затянуться. Ни одна страна не выступила против, хотя 5 стран, а это Япония, Бельгия, Греция, Болгария и Италия, это страны, которые, как сегодня принято говорить, недружественные. Тем не менее, все эти страны, они приняли нашу номинацию. Практически 200 стран присутствовали в рамках этого заседания. И тут вот после того, как Россию кинулся поздравлять практически весь профессиональный состав, то есть все практически страны приходили, это была огромная очередь. И один из руководителей делегации европейской страны, он это все снял и написал своему руководителю уже Министерства их иностранных дел такое СМС. Это такая изоляция России. Реакция, скорее укус, все же появилась. Польское еженедельное издание, которое отличает довольно резкие комментарии на политические события, изумилось. В ЮНЕСКО оценили Россию, при этом внеся в список наследия и украинские памятники. Скорее не принимая, что работа экспертов мирового уровня, ученых, культурологов, дипломатов – показатель не сиюминутной конъюнктуры, а взгляд в будущее мира. Впервые республика заявляет серийный объект. Если, скажем, Болгар, Свияжск, там Кремль, это комплексы были, а это серийный объект, и удалось доказать их преемственность. Российская Федерация находилась на 9-м месте. Включение наших астрономических обсерваторий вывело Российскую Федерацию на 8-е место. Мы опередили Англию, которая находилась теперь, соответственно, они уже за нами. Так что, конечно, мы не сравниваем там с Италией или с Китаем, хотя и это можно сделать при желании. И общие были и надежда на победу, и уверенность, и победа общая. И это победа прежде всего и гуманитарная, великая победа, и великая победа нашей страны, нашей России.
Что дает статус? Узнаваемость. Здание обсерватории в Казани на территории КФУ 200 лет, и это первая кафедра астрономии в Российской империи. Но есть и материальная сторона. План управления рассчитан до рубля на 5 лет вперед. Реставрация, ремонт, благоустройство, закупка современного оборудования. Финансирование из федерального и республиканского бюджетов. Это очень большая ответственность, и это новые задача, новая работа для нас, для всех, в том числе и для нас, как для муниципального района. Во-первых, престиж. Во-вторых, это узнаваемость. И это туристический поток. Мы должны подготовиться, мы рассчитываем на то, что увеличится поток туристический, будет больше желающих посмотреть эту обсерваторию, появляются новые возможности для бизнеса, будет развиваться сфера услуг, сфера гостеприимства. Одно из условий статуса: объект должен развиваться, в том числе и как научный центр. Открытие и разработки только последних лет с начальным впервые создание системы навигационного обеспечения лунных миссий, исследование околоядерных областей звездообразования галактик, уникальные исследования по кометной и астероидной угрозах. Астрономию изучают не только на кафедре астрономии и космической геодезии. Я вот читаю огромнейший курс 2 года. Это как раз вот сейчас я пришел с этой лекции. Это студенты, физики, педагоги, учителя, которые пойдут в школу и будут преподавать астрономию. И, разумеется, мы подготовили таких учителей огромное количество. Если вот по годам все сложить. И я хочу сказать следующее, что вот слава богу, программы у них очень насыщенные. То есть они практически могут быть даже профессиональными астрономами. Здесь в обсерватории твердо знают: в небо надо смотреть, будь оно светлое или ночное. Ведь небо – это мечта, которая при труде и усилии людей, горящих ею, имеет свойство сбываться. Татьяна Тимошенко, Андрей Ключников, Влад Поташников. 7 дней.